Валерий Борисович, какие у вас есть сами мысли и претензии вот к подрядчику? Так, у меня первая претензия. Во-первых, я понимаю, что это делается, но я не знаю, кто это делает и какие сроки предусмотрены. Так. Второй вопрос у меня возникает по поводу, как будет выглядеть в конце, да, вот это после завершения. Потому что, например, я сильно подозреваю, что тротуаров так и не будет. Вот улица Пирогова, к сожалению, это улица, по которой невозможно ходить, невозможно гулять, потому что нет тротуаров. А в этом плане получается, что у нас выход у тех, у кого, допустим, нет машин, ну или даже у кого есть машина, только выход либо налево вот по Пирогово, либо направо туда, до круговой развязки, да, и дальше. А сама Пирогова вечно захламленная улица. Единственное чистое место это вот возле мечети. Это вот единственное чистое место. Поэтому меня беспокоит, например, можно ли по этой улице будет нормально ходить. У меня учится ребенок в 31-й школе, поэтому, ну, если она с 31-й подъезжает, то это без проблем, остановка вот здесь, которой сейчас нет, потому что она засыпана, вот, видно, да? А садиться нужно вот напротив дома 6, по-моему, это 6-й дом уже, или 8-й? 6-й дом, да. Остановка там, сейчас ее тоже нет. И будет ли она вообще, кстати говоря, остановка, которой автомобилисты пользуются как проездом, потому что по улице очень часто проехать нельзя. То есть она опасная. Плюс, опять же, для детей, которые ездят в школу или куда-то ходят, здесь нет переходов регулируемых. Здесь все переходы основаны на порядочности водителей. Ну, получается, подготовительные работы вот при строительстве, они были нарушены сами по себе, да? Сами нарушены, конечно, потому что сейчас автобусы ходят непонятно как, по какой улице, мы не знаем. Ну, повторяю, это можно было бы потерпеть, если был бы ясен общий план. Ведь с нами бы поговорили, спросили, какой срок будет. И самое главное, вот сейчас, например, получается, гуманитарно нас как бы забросили. То как хотите выкручивать. Хоть какие-то грузовые геликоптеры вызывайте, чтобы с этого двора подняться и переместиться в более чистое место. Потому что сейчас не подойдешь. Нет. И особенно учитывая, что дожди вот у нас участились в июне, это вот это пространство превращается в месиво, в болото просто. Просто в болото превращается. И подходов нет вообще к этому дому. Дом как такой островок среди грязи, потому что вот главная претензия, когда, как, сколько, будут ли тротуары и почему вырубают зелень. Почему вырубают зелень? У нас деревьям не дают стать большими. Вот 20 лет назад возле нашего корпуса посадили деревца, которые сейчас вот курочат, потому что якобы там будут прокладывать. Я эти сведения не проверял, но рабочий с сильным акцентом мне сказал, что там будут прокладывать газовые трубы. Получается, в 1,5 метрах от стены газовая труба. Здесь получается двойная вещь, что меня пугает, что это очень близко к стене дома, если не случится что, не дай бог что. И второе, меня пугает, не нравится, что вырубают зелень. Мы говорили, это коренная проблема вообще, конечно, это территория. Здесь надо воду отводить. Но отведут ли воду, я не знаю, не уверен. Это раз. Да. Единственное, что сделали, здесь вот эту вот трубу делали. Все, где лотки-то? Лотки водоотводных опять нету. Труба это газовая какая-то, она проходит вдоль нашей стены. Вообще, где это? Где они построят лотки и где здесь можно будет приткнуть тротуары? У меня вот этот вопрос тоже очень. Потому что тротуары здесь просто болезненная вещь. И даже сейчас, во время строительства, они еще не сделали какие-то времянки, чтобы люди могли переходить. Например, магазины у нас продуктовые вон через дорогу. Вот как туда попасть? Вот я видел еще позавчера то, что как дети вот пробегают, да, и вокруг всех этих котлованов, и может произойти та же трагедия, что на проспекте Ленина. Естественно, может, потому что здесь дети вообще, они очень естественно, они используют это как место для игр, вполне могут быть интересно, отвалы и так далее, но факт, что нам действительно тревожно вообще. Больше всего я боюсь, что не доделают, потому что нет внятного разъяснения, что здесь делают и когда это закончат и как это будет выглядеть. Странный ход ведения ремонта. То есть начали с водоотводных лотков напротив 9-х домов. Сделали небольшой такой отрезок. Оставили. Обошли вот этот вот стол. Бросили. Пошел дождик. Лотки наполнились водой. Сняли потом это полотно. Бросили.
Вот здесь вот буквально, вот дожди были, там, где стоят у нас трактора, там была река. М. И они что делали? Они вот оттуда протянули обыкновенный пожарный шланг вот через наш вот этот двор и воду откачивали туда. Сливную канализацию там есть. Ну это ну какая эффективность строительства? Это сколько электричества они потратили? Насос включили. Зачем делать такие лишние телодвижения? То есть вообще здесь есть какой-нибудь план работ? Вот сомнение Причем вот именно это- в этом. Вот это Сомнение вот все в разрастается проектной вширь. деятельности. Что они делают? Вообще непонятно. Или в исполнительстве Куда? тоже. Вот как-то все какими-то кусками, какими-то наскоками. Ну, в общем, здесь, в принципе, как я в прошлом году еще говорил во время своего репортажа, вот хозяйской руки здесь нет. Хозяин здесь даже не тот, кто распоряжается, а тот, кто четко знает, что здесь происходит. То есть спустя год ваше мнение Да, не и изменилось, он, да? Ну, отношение нет, у меня не изменилось совершенно, потому что здесь опять нет хозяина, здесь какой-то такой быстрый какой-то наскок. Вот опять же, вот они по-хозяйски это делают. Ну, объяснить, тротуары проложить, какие-то времянки, да, какой-то должен быть такой видно планомерность работы, да. Вот рабочие, я считаю, что так вот не должны ходить, когда, извини меня, полрайона парализован. Вот, просто парализован. Вот. И зелень. Зелень это, я считаю, одна из самых больных, потому что Ну, можно подойти с той стороны, Да. посмотреть, как мы ходим. Пошлите мы. Потому что, видишь, вот эта лужа фотографически Вот так вот мы ходим. То есть посюда вы ходите, чтобы не загрязнить ноги, да, получается? Там Просто, пройти чтобы она... невозможно, потому что, видимо, когда они делали сброс воды, у них что-то пошло не так. И в результате вот здесь эта лужа, она постоянная. Вот здесь пройти-то невозможно, особенно когда идешь с пакетами. Ну, вот наша дорога. Здесь никак. Идем сюда. Вот, вот они тоже начали это делать, бросили. Вот что, здесь стоит вода. И еще нет ограждения, сюда спокойно можно упасть. упасть можно спокойно. Ты знаешь, даже при том не пьяному человеку, а трезвому, например, пожилому. Ну да. Ну что это? Вот видите, они прям под дом подошли. Насколько это возможно? Ну наверняка есть какие-то снипы или еще что-то, но это же опасно проводить так. Что это? Вот тут газификация продолжится, и она, видимо, вот так пойдет, да. Вот трубы уже стоят. Здесь чуть-чуть, здесь. Не покидает подозрение, что они не доделают. Они не доделают, самое тут важное, это ливневая канализация и тротуары. Дорогу-то сликать, она по ней там года два, наверное, можно будет ездить. Я вот сфоткал еще вчера, как буквально вот здесь вот дети пробегали. Да. Даже 2 метров от угла нет. Что такое? Ну, видишь, как это? Ну здесь вообще, ну, я вообще не представляю, что это такое. Ну да, скорее всего. Да, вопрос, где будет тротуар. Будет ли тротуар вообще. Вот, например, как вот проходить? Здесь переход, да? Да. Регулируемый, смотри, вот опять же, при любом дожде, вот, ну, вот как к нему подойти безопасно? Идешь по дороге все равно. А я постоянно трясусь, потому что у меня дочь. Но она аккуратная, слава богу. Как бы осторожная, но все равно. Вот, когда делали круговую развязку, якобы сделали переход. Пусть он не регулируемый, но он переход. Как к нему подойти? Яма как была, так и осталась. В результате ребенок, который идет, он вынужден пройти по обочине. Обочина обычно была заставлена машиной. Пройти вот эту дорогу, потому что здесь туда-сюда все равно ездит. И идти либо по дороге, либо в яму падать. Вариантов нет. Почему машина-то здесь? Это же круговая развязка. Почему машины-то здесь стоят? ГАИ-то где? Ей надо туда. Вот как я пройти? Она Вот тут всё. живет. Вот смотрите, все идут через дом. Сейчас под дом полезут. Вон, да, пошли уже. Все, у нас вот такой вот ход. Вот обрати внимание, женщина, ну, скажем так, зрелого возраста, да, она ей полная, ей... Как она там будет под домом лазить? Ну да. Вот там можно, по луже там. Как бы сказать, основной месседж наш это,
что здесь происходит, когда это кончится, что планируется. Итак, один из первых вопросов это, конечно же, система водоотведения, потому что она здесь очень давно назрела, она здесь всегда была. И будет ли система водоотведения здесь вообще произведена? Система водоотведения предусмотрена проектом таким образом, что по всему участку у нас стоят водоотводные лотки бетонные, то есть с этой стороны, с той стороны, и выходят они ближе к кольцу на улице Стадукина и сливаются в горканал через очистную станцию. Вот такое решение. То есть, а вот прошлые подрядчики, вот у них система водоотведения, когда как таковой, не было, да? Она была, Но мы вскрыли старые лотки, но они были все забиты грязью, илом, песком, мусором. При должной очистке оно бы работало, но очистки не было. вот вы как новый подрядчик и заметили то, что до этого была дорога, и она очень быстро износилась. Вы как подрядчик профессионально можете объяснить, почему она так быстро износилась и какие были совершены ошибки? Соответствующего водоотвода не было. То есть вода постоянно застаивалась. То есть грунт был выше асфальта, да? Получается, еще. Выше асфальта. То есть лотки были, но они были забиты все. И трубы были забиты, то есть вода просто стояла всегда на месте. Еще вот, ну если вода же должна была откуда-то прибывать, то есть сам на сам асфальт, да, ну вот, да, но получается грунт, ну да, вот грунт, ну вот грунт выше асфальта получается был, и Фундаменты домов. И вот объясните, пожалуйста, тут самый еще назревший вопрос, очень, который тревожит жителей. Вот эта газификация, почему она проходит так рядом с домом и почему она вообще проводится? То есть она была вообще в планах с самого начала? Газификация предусмотрена проектом изначально, и траншеи вырыты согласно координатам плана, то есть никаких там своих кнопок мы туда не вводили. По нормам и правилам газопровод низкого давления от фундаментов жилых домов должен находиться на расстоянии 2 метров. В нашем случае все это соблюдается. Почему был перенесен газопровод отсюда сюда? Потому что, ну, как сказать, в тех условиях Сахатранснефтегаз такие выдал, чтобы газопровод не был под дорогой. Возможно, там в будущем какие-то будут работы производиться по переустройству газа, чтобы не ломать асфальтобетонное покрытие и заниматься таким делом. Хорошо. А по туда уже нельзя пройти, да, получается, уже? Пока сейчас нет. На днях, то есть завтра, сегодня вечером, либо завтра начнем засыпку после того, как технадзор проверит стыки труб, сделает опрессовку, можно будет уже засыпать. С этим участком на этом участке мы стоим, потому что сейчас газопровод, а с той стороны тепловые сети. Как вот инженерные коммуникации решатся, вопросы с инженерными коммуникациями, мы уже начнем уже щебень сыпать. А нужны ли будут какие-то дополнительные действия? Дополнительные действия в плане? Ну вот, какие-то действия не предусмотренные сметой с самого начала, то есть какие-то новые новоявленные проблемы, которые были? Да нет, таких у нас нету, все как, согласно проекту, работаем. Хорошо. Здесь, ну, бывают какие-то рабочие моменты у нас возникают, мы с заказчиком отрабатываем. Вот вообще это же сам по себе проводится капитальный ремонт, да. Вот да, и согласно закону, да, о капитальном ремонте должно проводиться полное восстановление после всех операций, грубо говоря. Оно будет производиться, то есть восстановление бордюра? Обязательно? Да, Хорошо. бордюры у нас двусторонние. По ведомости у нас порядка 900 метров бортовых камней магистральных. С двух сторон у нас будут устраиваться тротуары. С этой стороны по правой стороне трассы у нас будет велодорожка пролаживаться. Ограждение будет делаться, как видите, сейчас вот опоры освещения принесли. Будем новые опоры освещения ставить. Разметка, само собой, обязательно. И озеленение. Да, Вот озеленение очень сильно волнует жителей. И объясните, пожалуйста, вот тут молодые деревья были посажены, да? Вот рабочие сказали жителям, что они будут вырваны. Так ли это? Мы, да, вырубили некоторые зеленые насаждения, которые входили в зону производства работ.
чтобы это сделать, мы получали соответственное разрешение СВК. Все согласно документам, никаких противоправных действий не совершено. А вот озеленение, оно будет производиться в большем объеме, чем было до этого? Или вот согласно вот... Ну, например, да, вот, зеленые насаждения были вот возле дома 1/1. А у нас озеленение предусмотрено от начала до конца. То есть будет больше, получается, да? Да, по факту будет больше. А будут посажены деревья и кустарники, да? Да, сметой у нас тут не предусмотрена посадка кустарников и деревьев. У нас, посев партерных трав. Трав? Да. А, вот получается, вот эти все деревья, они будут просто устранены, и вместо них уже другие организации должны будут заняться, да? То есть посевом деревьев. По нашему проекту у нас только тут посев семян газонных. Хорошо. Сами жители просто не знают, что творится, потому что нет никаких информационных таблоидов. Или почему? Раз, там, два. Не знаю, почему-то они не знают до Две сих пор. таблички вот в начале, вон она, видите, да? Ага. И еще одна там на конце стоит, там ездит. То есть, когда будут закончены работы и что вообще происходит, там написано, получается, да, Ваня? Как сказать, ну, проект находится в общем доступе, на самом деле. То есть, получается, им самим нужно искать информацию. Информация, предоставленная на баннерах, то есть несет в себе информацию о заказчике и подрядчике, которые выполняют работу. А что именно здесь будет, такой информации нет. И от заказчика нам не было выдано такого задания, чтобы информировать людей, какие здесь будут проводиться работы. А почему здесь нет ограждений? Непонятно. Вот почему. Я буквально позавчера еще успел заснять, как ребята, да, маленькие, они буквально вот по краям огромных трещин ходили. Точнее, не трещин, а вот котлован. Да. И может же произойти та же ситуация, что с проспекте Ленина, да. Почему вот до сих пор нет ограждений и светоотражающих элементов? Светоотражающие ленты мы каждый день натягиваем, но То есть, то ли ветер, то ли люди, они их срывают. Вот, допустим, там же все натянуто, здесь тоже все натянуто. Каждый вечер в конце смены мы устраиваем барьерную ленту, чтобы обезопасить граждан. Но только лентами, да, получается? Да, только ленту. А больше ничего не предусмотрено, помимо лент? Нет. Получается, это чисто на совести граждан, да? Так, идти или не идти, здесь, например, да? Ты здесь не пройдешь, например. Ну, Точно не люди пройду, здесь да, потому что тут грязь. А здесь вот, здесь, да. Здесь у нас лента, и там тоже лента. Ну, то есть любой гражданин может спокойно передвигаться по По месту да. производства работ на самом деле нет, нельзя ходить. Но Обходные пути с левой стороны по краю ячейки, либо по дворам. люди же ведь ходят. Но это на их совести. Стиль. А вот тротуар от Петра Алексеева до Свердлова будет проведен один, вот полностью, который. Это очень беспокоит. Тут проблема с тротуаром была очень давно и всегда. У нас с двух сторон предусмотрено устройство тротуара по всему объекту. То есть можно будет отсюда и до конца вот пройти тротуар. Получается, вы оставили специальный участок, чтобы люди проходили. Да, вот замечательно. Есть ли тут указания объездного пути? Объездного пути, да, на кольце там и там у нас указатель объезда. Были? На улицу Ушакова, если не ошибаюсь, которая следующая. Не знаю, жители почему-то не замечают об этом. Они говорят, что их нет. То есть объезд сам по себе есть. Объезд этой дороги, да, мы проинформировали все соответствующие органы при получении ордера на закрытие дороги. Водоотвод, что ли? Да, ну, замена труб водоотвода, да. Вы их заменили или вообще перестроили всю дренажную систему? Перестроили всю дренажную систему с объекта. Вы не хотите сейчас поднять вопрос, что сейчас бы, ну вот эти ленты провели уже? Лента, да, конечно, будет установлена обязательно. Так же, как каждый день, то есть в конце смены мы всегда устанавливаем. Не, ну в конце смены, а вот когда Сейчас, их... да, когда их... натянем. Сейчас натянете, да? Да. Хорошо. Проверим потом. Почему в России всегда должно произойти что-то плохое, чтобы люди начали действовать? Это Россия?